Легенда 20 века. Чародей танца, великий человек, король танца. Какими только эпитетами не вознаграждали этого человека. Махмуд Эсамбаев – человек-танец, энциклопедия танцев народов мира. Он поражал зрителя гибкостью тела, пластикой рук, осиной талией. Махмуд стоял у истоков киргизской хореографии. На сцене Киргизского театра оперы и балета он исполнял главные партии в классических современных балетах, танцевал главные роли в первых национальных балетных спектаклях. Экспрессия эсамбаевского жеста и его орлиная внешность пригодились и для злого гения, и для гирея, и для Тараса в Тарасе Бульби, и для отрицательной героини феи Карабос, спящей красавицы. Став солистом филармонии Чжэн-Ингушской республики, маэстро начал создавать танцы-новеллы, посвященные культуре разных народов. С программой «Танцы народов мира» он покорил не только Россию, но и весь мир. Танцы Эсамбаева – это театр переживания. Каждое выступление мастера на эстраде, каждая его миниатюра – это, я бы сказал, маленький законченный балет, восторженно отмечал известный балетмейстер Юрий Григорович. Используя свой феноменальный от природы шаг, склонность к гротеску и редкую мужскую грацию, Махмуд Эсамбаев многие композиции поставил себе сам. Им был создан авторский театр танца. Выступая в одиночестве, он искусно и легко подчинял себе любую сценическую площадку, артистично приковывал к себе внимание и удерживал его. Все номера маэстро становились шлягерами. Сегодня в программе «Немат» интервью с Махмудом Эсамбаевым, предоставленное челябинской журналисткой Галиной Симанской. Вот те образы, которые вы создавали, вы их сами придумывали? Я все видел во сне. Вот то, что видел во сне, я все сделал. Я себе видел во сне танцующие вот индийские, бразильские, испанские. Я все это видел во сне. И себя видел во сне. Я начал ездить с 1957 года по заграницам. Но когда еще многие не ездили, в общем, не то что много, но так массово не ездили. Ну вот Ольга Васильевна здесь присутствует, она мне соврать не даст, я никогда не вру. И вот, ну, правда, культура, я набирался больше за границей, чем у нас. Я увидел, когда в Париж я прилетел, я ходил в Фоли Бержер, Мулен Руж, Казино де Пари, Казино Синстон, Лидо. И мне говорил мой сопровождающий полковник Чубуков с КГБ: Махмуд, что ты шляешься по кабакам? Я говорю: Анатолий Васильевич, если вы ходили со мной по этим кабакам, вы, говорю, вытирали, говорю, с платком нос, а не вот так. Так что я набираюсь ту культуру, которую я не мог иметь около вас. Я лучше буду, говорю, по варьете ходить. Это, говорю, да, самые дорогие места. Там билет стоил Лидо столько, сколько стоил самый лучший мужской костюм. Но я тратил деньги почему? В будущем мне все это пригодилось. Ведь фактически откуда я мог черпать культуру, когда я с 6 класса меня числили, а до 6 меня держали только потому, что я танцевал в Олимпиаде один раз за школу. И Дора Васильевна моя говорила директору: Анатолий Васильевич, заберите от этого чучмека. Он же не учится, он не хочет тут ничего делать. Он двоечник, это классная гиря. И вот он тянет наш класс вниз. Если бы его не было, мы шли бы впереди всех. Но вина только что он в нашем классе. Вот Дора Васильевна, никуда я его убирать не буду. Школу нашу знают только из-за него, что он танцует. А так бы не знали нашу школу. Никуда убирать. Так она протерпела до 6 класса. Правда, я по географии учился тоже идеально плохо. Я никогда не показывал на карте. У нас карта была на всю стену, да еще рваная. Учительница мне говорила так: ее я не боялся, она была маленького роста, курносая. А Дора Васильевна я боялся. Она была вы были высокого роста и не курносый? Нет, я был высокий всегда, одинаково. Но, в общем, и вот когда она была толстая и в рябая, думаю, хорошо, Бог есть, что она рябая. В общем, Бог хоть ее наказал, что не гладкое лицо у нее. И вот когда я стал русский язык, я выучил на улице. Она говорит: скажи мне, где ты учишь айдате бисиком? Шо? Не шо, а что? Не айдате, а пойдемте. Не бисиком, а босиком.
Я говорю, дети так на улице говорят, а ты у меня учи. А вы уходите, не хватало мне с тобой стыкать целый день сидеть. Ну, Это в каком городе это было? В Грозном. И когда я пришел, стал русский спектакль смотреть, театр Лермонтова, русский театр, я ходил каждый спектакль только чтобы знать, что, чего, как. Я любознательный был. И вот примера «Гроза». Но так как у Островского все сходится со мной. Я с такой же бедной семьи и такой же несытый, как у Островского все эти типажи. И вот прихожу я, и вдруг вижу, идет Дора Васильевна на сцене. Кабаниха. Ну, точно Дора Васильевна. Я думаю, Господи, когда кончился спектакль, думаю, наверное, она знает Дору Васильевну. Я вижу, что это не она, но копия ее. Думаю, если бы Дора Васильевна играла бы, Катерина утопилась бы в первом акте. Она бы ей не дала до третьего дожить. И я потом уже ученикам сказал, что Дора Васильевна вот играет спектакль, пойдите немного похоже на нее, но это не она. А образ был ее. Так что я остался, конечно, неграмотный. И когда учитель заговорил так, Эсамбаев, иди к карте. Я смело шел, знаешь, что я не покажу ничего. Она давала мне эту штуку, но я брал ее смело, что я все равно ничего не покажу. Я говорю, вот, покажи Москву. Я иду до конца. Опять вернусь до конца. Опять. Чего как маятник ходишь? Говорю, Москву ищу. Ищи. А я потом стою и не ищу Москву. Думаю, хоть бы на зло и найти, конечно. И вижу вдруг Москву. Вот так я учился. Меня выгнали с 6 класса, это был 18 января 1938 году. А меня брали все время, все ансамбли танцующие приезжали, говоришь, вот в этом городе живет Эсамбаев. Ну, я танцевал по свадьбам. Меня вечно везли в аул на Ишаке, на свадьбу. И даже говорили, а там сын Али Султана, мне 3 года всего было, танцевал на свадьбе? Танцевал. Богатая была свадьба. Тоже я был свадебная этикетка. Ну, танец я так родился танцевать. Я еще так делал. На правой ноге на пальцах поворот делал, а левой ногой ударял об голову. И все. Какое чудо. Ну, в общем... Так что, вас совсем никто не учил танцевать? Никто. Я приглядку все учился. И в классическом балете танцевал. Я 14 лет научился все партии шатов в приглядку. Я окончил балетно-пехотное училище. Я ничего не кончал. Не то. В общем, все в приглядку. Человек, если он хочет, он добьется. Когда в 1938 году меня выгнали, 14 января это было, у меня трудовая книжка по сей день, с 20 января. Я уже был солист государственного ансамбля. В общем, я уехал мальчиком. И больше я не возвращался в Грозный. Я вернулся уже зрелым танцовщиком, уже имея 3 лауреатские медали международные, уже признанные на арене. И я Доре Васильевне сказал в 4 классе, когда мне совсем уже линейка дала по голове, линейкой горные дети горские не плачут от линейки. Нам бревном дашь, вот тут понятно. А городские плачут от линейки. В общем, я никогда не плакал. А тем с линейкой был. Ну и подумаешь. В общем, я сказал, Дора Васильевна, когда я буду большой, я буду знаменитый танцор. Таких не будет, как я. Вот вы в цирк не можете попасть, а на меня вы вообще не попадете. А я вам 2 билета принесу, а вы будете старенькие в очках и будете первым сидеть и плакать. Почему я чучмек, тыква, классная гиря. Хуже всех я. Да, хуже всех ты. Потом она меня вызывала и говорила так, ты можешь мне ответить? Я говорю, не могу. Ты же будешь знаменитый танцор, таких как ты не будет. А я буду старенькая, в очках, горбатенькая, приду и буду плакать, почему я тебя так вот ругала и ставила тебе 2. Будете плакать. Иди, несчастный, садись. Я в своей жизни не любил так 2 человека, Дору Васильевну и Гитлера. Я приехал знаменитым уже в свой город,
с ведущими певицами Большого театра Союза СССР. Взял я очень хорошую арфистку, Дулова ученица, Саркоумская Марина, сейчас она народная, с вот такими длинными белыми волосами. Думаю, арфа, думаю, она сядет, думаю, мои ченцы умрут, думаю, так им и надо. Ну, в общем, когда мы туда приехали, то на вокзале я встретили видимый-невидимый народ. У меня никого не было в Грозном уже, ни родных, никого. Братья мои погибли на фронте, беру за порчин и выглядываю, вот он! И бросились, оказывается, меня в это 1000 толпы встречали. И через улицы транспаранты. Привет лауреату мирного конкурса, сыну чеченского сына Махмуда Самбаева. Я тут же звоню Горону, говорю, так, здравствуйте, будьте любезны. Я учился во второй школе образцовой города Грозного. Я говорю, у меня педагоги были, Дора Васильевна, и Марья Петровна, и Николай Иванович, и Михаил Федорович, Гладков, Орлов, в общем, Марья Петровна Волкова и Дора Колесикова. Вот вы знаете, это Эсамбаев, да, товарищи, тихо, Эсамбаев сам говорит. Ну, так выгнали, а теперь сам Эсамбаев. Ну, в общем, я говорю, что он говорит, Дора Васильевна вот, на пенсии, живет на улице Промысловой, дом 11. Это я знал лучше, чем он, где она живет. Я часто шел по той стороне, и в кармане у меня был кирпич, кусочек, чтобы ее раз стукнуть. Так я и не стукнул. Ну, одет я был очень плохо в школе, оборванный. Меня называли внук Робинзона Круза. Только Робинзона Круза я не знал. А мне нравилось, ко мне цепляет какое-то красивое что-то чего-то. А что чего, это я потом узнал, что такое Робинзон Круза. В общем, я делал белый костюм, французский креп я привез, белые папахи, белые туфли. Впервые отдел лауреатские медали, никогда больше я не отдел их, как шел Дора Васильевна. Отдел 3 медали лауреатские свои. Я бы, если было еще, я бы еще отдел. Мне чем больше уметь, тем хуже для нее. Думаю, я же ее ненавижу. И вот теперь я, да, думаю, какой галстук завязать. Ну, завязать галстук я не очень умел тогда, я отдавал кому-то завязывать. Сейчас я могу закрыть глазами, завязать, что хотите, бантик, галстук. Я привез, ну, вкуса у меня не было, я привез то, что тогда мне казалось, что хорошо. С Китая я привез галстуки широкие, зеленые, атласные, желтые, атласные, малиновый атлас, и на нем желтым галстуком вышитый дракон, и язык из рубина, и рубиновые глаза, усики. Я стал завязывать, голова попадает, то усик попадает, а мне надо, чтобы все было видно. Когда все было видно, тогда галстук тот такой. Думаю, что мне, думаю, фигурой жертвовать или драконом. А я потом думаю, ладно, я войду, она увидит дракон, и я застегнусь.
И вот еду к Доре Васильевне. Стучу в калитку, а двор, как было красиво, все утопает в зелени. Это был 22 августа. В фруктах утопает все. И домик беленький, как был, так и есть. Ну, чуть ветхий стал вверх, где черепицы. И я кричу: Дора Васильевна, а сам бью в калитку. И в этом идет старенькая женщина. Ничего подобного. Вот этой Доры Васильевны нету. Идет щупленькая, подбородок вот такое лицо. Большие толстые очки перевязаны здесь веревкой. Волос завязан тут. Стоит, такая, не как нищенка, совсем другой человек. Конечно, я узнал ее, лицо-то все-таки узнал. Дора Васильевна, здравствуйте. Вы меня помните? Я ваш ученик. Говорит: не помню, деточка. Вас-то много у меня было. Дора Васильевна, но хуже меня в школе никого не было. Я был один самый худший. У меня никогда не было тройки. У меня четверки не было, пятерки не было. У меня было колы и 2. Хуже меня не было. Да и таких мне хватало, деточка. Много-то было на моем веку-то. Дора Васильевна, а кто был, что я буду знаменитый танцор? Билет батюшки Асамбаев. И маленький был, весь на шавирах. Тебя-то я любила больше всех, только учиться не хотела. Варенье сварила, целый таз вишневое. Прямо ложкой ешь, идем, деточки. И маленький ты был, такой добрый, добрее тебе мальчиков не было. Я принес эти билеты. Я хотел заехать, но нет, деточки. Вот я сяду на трамвай, и прямо у театра слезу. Я с Валеркой приеду. А домой, я тоже на трамвае, домой-то я вас привезу, туда я выхожу за 2 часа раньше, я, когда выскочила на сцену, то Дора Васильевна, Марья Петровна сидела, она как достала платок и так проплакала. Так. Туда я крышу починил, сделал новую. А что? Все. Все. Очень долго ездил. Во-первых, подобного у меня нету, может и не надо. Своеобразно люди на меня наговаривали. Знаете, что у него костей нету, то это нету, чего нету. Все шли на чего-то нету. А моя дочка пришла в школу: папа, идем в школу. Я говорю: Стелочка, что? Папа, в школе говорят, что у твоего папы в Париже вынули все кости, твой папа без костей. А я сказала, что у моего папы одни кости. Папа, покажи им свои кости. Доченька, не будем мы в школу ходить, кости показывать. Все равно они у всех людей есть.
Я танцевал все, что я хотел в балете, никогда не отказывался. Я имел дело с большими, гениальными балетмейстерами, как вот Жуков, он меня любил, как Захаров, он меня очень любил. Меня почему-то любили, но видите, я не бодаюсь ни с кем. Я сам люблю людей, а если ко мне хорошо относятся, я вообще раб. Вот если я приду к вам, вы будете мыть полы. Я быстро шью тряпку и домой, и все. Я все умею делать. Картошку посажу. Вот пойду соседям, старикам, покопаю весь огород, картошки посажу им. Деточка, спасибо. Мне спасибо, это хватает. И почему мне хорошо живется? Я никогда никому не сделал плохого. Потому, наверное, у меня врагов нету. Вот в доме, где я живу, и в Москве, и в Грозном квартира, в доме Махмуд, ну хоть бы ты жил бы в этом доме, все бы отсюда уехали. Ну почему мы тебя каждый день не видим? Ну, доброта порождает доброту. Мир, конечно, победит не красота. Красота приятно смотреть до невозможности. Я могу расплакаться, вижу красоту. Но доброта – это победить все. Так что счастья, здоровья всем вашим домам. С гор высоких слез река сбежала, горца величайшего не стало, но и через горы будут люди петь об Асамбаеве, Махмуде. Над Кавказом дивною горой встанет вновь Махмуд, танцующий герой, и лишь улыбнется он, танцуя, в восхищении мир застынет, не воюя. И, забыв обиды и невзгоды, запоют счастливые народы. О великий, чтобы мир был вечен, пусть твой танец будет бесконечен.